если вы правдивы. Я рассказываю это от своих наблюдений. Что я заметил? Кто понял? Это действительно факт. Если вы что-то продаете кому-то, не занимайтесь обманом и манипуляцией. Если это ему не нужен, не предлагайте, не берите его деньги. Только потому, что вам нужны они, или только потому, что вы хотите продать свой продукт. Не делайте этого, пожалуйста. Иначе ваше намерение, оно неправдивое. Вы один раз можете мне каким-то ласковым словам хитрить, если я ваш клиент, но я повторно не приду к вам. И вы банкротитесь, когда таких сотни, как я, не придут повторно. Согласны? Поэтому, пожалуйста, вы должны понять, Аллах помогает вам, где вы, намерения у вас честны, где у вас внутри работаете над качеством своего намерения. Правую руку поднимаем, повторим за мной. Неустанно работайте над собой до тех пор, пока не победите самого страшного врага, самого себя. Неустанно работайте над собой до тех пор, пока не разбудите самого сильного мастера, могущественного мастера, самого себя. Пожалуйста, время уделите себе, усилия вкладывайте, труд, усилия вкладывайте. Понимаете, если вам важна ваше будущее, в первую очередь работать на оттачивании своей личности. И когда вы станете сильной личностью, что я заметил? Вы превращаетесь, как, понимаете, солнце, которое согревает вокруг себя. Понимаете, если вы горячий чайник потрогаете, она согревает вас. Если вы холодные, она не согревает. Пока вы сами себе не наполняете, вы не можете быть полезным для других. Но как это произойдет, вы станете дающие. И когда вокруг вас это начинает происходить, вы начинаете просветать. Поэтому, пожалуйста, когда цели ставите, ставьте цель, чтобы те цели, жизненные цели, цели жизни, она была связана с того, чтобы больше принести этому миру что-то хорошее. Тогда сама жизнь и сам Всевышний поможет вам. Ребята, Аллах никому не даст мешать его плане. Запомните это навсегда. Всевышний никому не даст, чтобы разрушить его планы. Если вы будете действительно иметь сильные намерения и искренние намерения на благо того, действительно ради кого вы служите, сама жизнь поможет вам. Найдется люди, которые вы вообще не знаете о них. Из неизвестности придут к вам помощи. Это будет, вот увидите. Но вы должны принцип понять и по этому принципу работать. Работайте по этому принципу. Вы увидите. Я мог вам объяснить, это духовная страна богатства или нет? Я мог это объяснить. Почему одно семечко попадает, одно семечко, и она имеет свойство превращать миллионы, потому что он дающий. Почему не исчезнет картошка? Почему не исчезнет, там, не знаю, семечки? Почему не исчезнет, понимаете, любой вишня или любой фрукты? Почему не исчезнет? Потому что они соблюдают этот закон, который Аллах вложил в них, дающие. Единственный, кто больше всех берет в этом мире, это человек. А среди людей кто процветает? Это те, которые имеют философию духовности, дающие. И второй, кто умеет любить. Кто любит и в любви живет в семье, счастливой жизнью живет, он будет процветать.
Анализируйте, вы поймете. Фильм «Троя» видели? Фильм «Троя». Даже в этом фильме они двое останутся живым, только кто любил. А кто все пытался быть героем, убивать, они все исчезнут. Апокалипсис, кто видел? Апокалипсис, да. Видели фильм? Как? Апокалипсис или апокалипсис? Апокалипсис, да? Вы этот фильм видели? Остается живым только кто? Тот парень, который любил свою жену. Кто любит, жизнь помогает таким людям выжить. Не живите без любви, иначе вы слабы. Вас могут страх уничтожить. Лекарство от страха – это любовь. Запомните мысль, я не шучу. Живите с любви в семье. Без любви жить нельзя. Иначе вы будете как, понимаете, как пустой мешок. Пустой мешок не держится. Понимаете, у вас может быть крутой телефон. Но если он остается без зарядка, она не пригодится. Согласны? Вы тоже сами. Без любви вы беззарядный телефон. Есть. Вроде бы есть, но толку нет. Как жир на животе. Есть, но толку нет. Кто мне понял? Поэтому, пожалуйста, делайте это. Я несколько вопросов отвечу. Я готов ответить несколько вопросов. Пожалуйста. Да, дорогой. Какое мышление у богатых? Ой, брат мой, ты найди лучше мою книгу. Где она? Стратегия мышления богатых и бедных. Господи, где он? Вот. Найди эту книгу, прочитай, брат мой. Я написал 2 книги о стратегии мышления богатых и бедных. Я нашел 54 отличия мышления богатых и бедных. Работа научно. Долгие годы работал. Понимаешь, 32 из них в этой книге. Найди их, почитай. Например, бедные мысли категориями нехватки, богатые мысли категориями изобилия. Бедные говорят, ой, нереально в Таджикистане делать бизнес. Богатый человек видит возможность, как это делать. И много их. Я вижу огромные возможности у нас. Огромные. Создать здесь компанию, продавай по всему миру. Станешь мультимиллионером. Кто мне понял? Создай тут компанию. Создай компанию по переработке камень. Натуральные вещи. Создай компанию по производству вода. Но продай не в Таджикистане, Индии продай. Понимаете? Дубай продай. Продай. Научись это делать. Почему бы нет? Полно вещей. У нас государство огромные вещей, что супер туризм можно развивать у нас. Супер просто. Просто у нас, знаете, какая-то массовая недоверие будущее того, где мы живем. Массовое. Знаете почему? Почему СССР была люди счастливыми? Что, у них была лучшая одежда? Давайте договоримся так. В 60-х годах, 30-х годах, 20-х годах наши предки, у них было лучшие дома, чем сейчас у нас? Скажите, пожалуйста, у них была лучшая машина, чем у нас? Да у них вообще машины не были. Но у них была надежда о будущем того государства, которое жили. Поэтому, когда субботники объявляли, огромное количество людей выходили, лопатами делали. У них было вот это. Поэтому они были счастливыми. Да, у них не было то, что у нас есть, ребята. У них не было такие больницы, так или не так? У них не было такие школы, у них не были такие дороги. Но они были более счастливы, чем мы с вами. Потому что они верили в будущую страну. Они ждали коммунизм. Думали, что скоро все будет бесплатно. У меня был учитель, литература, забуни таджики. Он, такой характер был. Он постоянно любил газель Хофиз, но каждый день чуть-чуть выпил. У него была кабинет, я же в библиотеке ходил постоянно, он еще библиотекарь был. Я ходил туда постоянно, в школе очень много читал. Я приходил, он всегда открывал, мне давал кусочек из плиты шоколада, кусочек давал мне. Но он коньяк пил, любил коньяк с шоколадом.
В библиотеке. Он сильно любил, он мне доверял, это только я знал, больше никто не знал. И он постоянно делился со мной шоколадом. А потом, когда СССР развалился, знаете, самое интересное, он умер 88 или 89 лет. Он умер недавно. Ему было когда 86 лет, откуда узнал, что я приехал в Душанбе. Он меня так любил. Я был один из его любимых учеников. Знаете, он всегда мне что сказал? Если так будешь учиться, однажды ты станешь... Факат мне говорит, хами хелхони олеме дунья гирмеш бачам. Ту bod хами хелхони. Хами одам майни саримам хами гапа джо карт. Хами хелхони олеме дунья гирмеши. Я много читал, очень много читал в библиотеке. Он меня разжевывал в хофизах, бедила, хайома. Понимаете, бедила понимать очень трудно. Разжевывал их в самом школьных годах. Как это делать и так далее. Потом однажды, когда он пришел, 86 лет в Душанбе, откуда он узнал, что я прилетел, это было 4-5 лет назад. Он приехал ко мне, представьте, 11 часов ночи кто-то ему сказал, что я в Душанбе. И кто-то мне звонил, сказал, что я вожу его. Это меня так затронуло за сердце. Представьте, ему 86 лет был. Я сказал, малем джун, барачу мадет, майгфтен махудам миров там. Шумом говорит, мамуджи миров там. Не, бача, мах там тебя бинам. Внимание, обратите. Потом он мне сказал, Сайн Мурод, хамун вахтой, хамун каняхуриман коммунизм Хавай будасо. Манго мекарам ки коммунизм бад में या हम अभी पूछा हम коммунизм раз. Понимаете, вот у тех людей была надежда. Найди, брат мой, вот эту книжку найди, почитай, хорошо. Ты найдешь очень многого.